Казахская народная сказка. Ворона считает вороненка беленьким, а ежонка мягеньким. Властелин мира, пророк Сулеймен, приказал ежу и вороне: «Ты, ворона, облети за ночь весь мир, да найди мне хорошую певчую птицу. Посади ее в клетку возле моего окна, чтоб по утрам она меня будила своим прелестным пением. А ты, еж, обыщи весь мир и найди для меня самую мягонькую вещь. Положи ее мне на подушку, поближе к лицу, чтоб моя щека касалась этой мягкой вещи, когда я проснусь от пения прелестной птицы». Не зная отдыха, облетели ворона много земель, прослушала пение многих птиц, но никто из певчих птиц ей не понравился. По ее разумению, соловей и все другие птицы пели совсем плохо. Не найдя птицу с хорошим пением, ворона опечалилась. «Все, конец», — подумала она, и усталая и изнуренная вернулась под утро в гнездо, чтобы повидать своих воронят. Завидев свою мать, птенцы закаркали и загалдели. Их карканье показалось вороне таким нежным, что она решила, будто нашла самых лучших певцов на свете. Привела она своих детенышей к Сулеймену и посадила их в клетку около окна его спальни. Еж тоже обшарил за ночь все вокруг в поисках мягкой вещи, но как ни искал, ничего не нашел. Устал в изнеможении, доплелся он до своей норки. Увидев отца, ежата вышли ему навстречу, обняли его. Ему показалось, что мех его детенышей очень мягкий. На земле нет, наверное, ничего мягче меха моих детей, подумал еж. Не стал он долго размышлять, взял, да и принес своих ежат к Сулеймену и положил их на его подушку. Наступило утро. Закаркали и загалдели воронята. Только хотел Сулеймен повернуться в сторону клетки, как в лицо его вонзились иглы ежат. Смотрит, в клетке сидят воронята, а на подушке лежат ежата. Разгневался Сулеймен, вызвал ворону ежа и велел им отрубить головы. Взмолились о пощаде еж и ворона, и Сулеймен разрешил им высказаться. Они рассказали ему все, как было, что облетели, обходили весь мир и ничего лучше не нашли. Задумался пророк. Для каждого свое дитя слаще меда, жарче огня и ярче солнца. «Мягче пуха», — сказал он, и отпустил ворону и ежа на волю.